Патима Кадзоева, жительница города Сунжа, обратилась с просьбой оказать ей содействие по устранению прорыва на водопроводных сетях. По ее словам, она обращалась в различные инстанции города и подразделения ГУП «Водоканал». Однако вопрос не решается. Бережковой улицы Бахтва, Цабут, с Хинтуди по улице Тайодыжа. Спрашивайте, я уже по улице затоплено. Цабут вышла обращаться для и местный водоканал, и управление. Письменно жалоба и ЦЕК то там закрыто, то на выезде. На горячую линию обещают решить проблему, не решают. Глава Ингушетии внимательно выслушал девушку и дал поручение главе администрации города Сунжи Исламу Дербичеву провести проверку, выяснить, как ведется работа с заявителями в ГУП «Водоканал» и есть ли журнал учета входящей корреспонденции, а также работает ли телефон горячей линии. Параллельно необходимо ставить вопрос о ликвидации прорыва водопровода. По итогам выполненных работ доложить об исполнении. Направить людей, провести такое самое тщательное расследование, куда обращались. Вот эта цепочка, она работает или нет? Телефон раз, письменные заявления и кому обращались, и берут, не берут, там журнал вот этих приемов письменных заявлений, вообще он есть или нет. И как там вообще, можно ли туда дойти, достучаться? С Антоном, потому что до нас дозвониться легче, чем до него. Параллельно сразу же, прямо сегодня задачу поставить по ликвидации и очень жестко разобраться с этим товарищем ГУП «Водоканал» или кто за это отвечает. Вот до снятия с должности. Людмила Добрынина на встречу с главой Ингушетии приехала из Ростова. В своем обращении заявительница выразила желание провести работы по внедрению в Ингушетии запатентованного медицинского изобретения в области детской ортопедии – корсета, стройность Добрыня. Обратившаяся выразила надежды на поддержку со стороны руководства республики. Одобрение получила, что он на самом деле лечебный, что за 3 месяца детей можно вытащить со сколиоза. Даже с 3-й степени. И сейчас доказываю, кроме этого, я тогда по ортопедии обращалась в Роснадзор, а сейчас доказываю, даже это инсультники, это дети ДЦП, это сахарный диабет. Юнусбек Евкуров, в свою очередь, сказал зампреду Хусейну Зурабову о необходимости подготовки предложений до 10 мая текущего года, о целесообразности внедрения данного изобретения на территории Ингушетии. Запишите, разберитесь с этим вопросом. Во-первых, если там финансовое обоснование, если там, бесплатно же делать, какой-то пилотный эксперимент провести, собрать детей, у которых вот эта болезнь, собрать родителей. И на уровне родителей, хотя бы они же не сумасшедшие родители, чтобы не попытаться вылечить своего ребенка, если такая тема есть. Я думаю, что они с удовольствием на это пойдут. Вопрос в другом, как это там хотя бы в частных целях внедрить. И дальше же, как его внедрить там, в масштабах школы. Жители республики волновали и другие вопросы, в том числе трудоустройства, образования, сельского хозяйства. Проанализировав их обращение, глава региона поручил ответственным лицам изучить каждую ситуацию, принять решение и доложить об исполнении. Хава Султыгова, Новости 24.